Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы начинаем серию занятий по изучению курдского языка. Мы надеемся, что вы по завершению нашей школы сможете свободно говорить на курдском языке, а именно на диалекте курманджи. Мы приглашаем всех вас, ваших друзей, на просмотр наших занятий. Если у вас будут какие-то предложения, вы можете в комментариях ниже писать об этом, и мы обязательно учтем ваши комментарии и будем снимать видео, основываясь на ваших комментариях. Итак, с чего мы с вами начнем? Для нас главная цель не просто научить вас учить и писать, для нас главное, чтобы вы смогли свободно говорить на курдском языке. Начнем, конечно же, мы с алфавита, чтобы вы знали, что из себя представляет курдский алфавит, и далее мы будем тематически разбирать курдский язык. Несколько слов по поводу курдского алфавита. Он состоит из 31 буквы, 23 буквы согласные и 8 букв гласных. Сейчас вы видите на экране весь курдский алфавит. Почему мы выбрали именно этот алфавит? Поскольку курды пишут на арабице, латинице и на кириллице. Но основная масса курдов сейчас пишет на латинице. И поэтому мы будем учить вас курдскому языку именно в том виде, в котором сейчас преподают в различных курдских школах и в курдских институтах. Что из себя представляют курдские буквы? Есть звуки, которые очень похожи на русские звуки, но есть звуки, которые отличаются от русских звуков. Буду перечислять их по порядку полностью. Вы внимательно слушайте, как произносятся эти звуки. А, Б, Дж, Ч, Д, Э, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, Ш, Т, У, В, В, Х, Е, З. Несмотря на то, что в алфавите 31 буква, звуков намного больше. Некоторые буквы передают несколько звуков. Рассмотрим, что это за буквы. Первая буква, которая отвечает сразу за два звука, это буква Ч. Ч курды произносят так. Ч взрывная и Ч без взрыва. Ч. На курдском языке это называется мягкая Ч. Следующая буква это буква К. К взрывная. Аналога в русском языке нет, но мы можем встретить его в таких словах, как Ксения, Оксана. При сочетании буквы К и С получается звук очень близкий к курдскому К. В других случаях это звук К, как русский звук К. Кот, кошка. Следующая буква это буква П. П взрывная. В русском языке этот звук мы можем услышать, когда произносим слово псалтырь. Псалтырь. Сочетание П и С дает нам звук близкий к курдскому П, взрывного П. А в остальных случаях П похоже на русский звук П. П. Не взрывной звук. П. Следующая буква, которая отвечает за два звука, это буква Р. Р твердая, раскатистая. Р. Похоже на русский звук Р. Р. И Р мягкая. Очень похоже на сочетание в русском языке буквы Р и мягкого знака. Р. 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 Следующая буква это буква Т. Т отвечает за два звука. Т обычная мягкая, как русский звук Т, так, в слове так, ты. И Т взрывная, произносится как Т. Т. В русском языке аналога нет. Т. Еще следует отметить такие буквы, как Х, который также отвечает за звук Г. Г. Очень похоже на французский звук Г. Этот звук не является исконно курдским звуком, но в курдском языке сейчас он используется. И отметим с вами букву Х,
который отвечает за звук х, мягкий. Х – это просто выдох, х, и звук х, х. Придыхание такое гортанное, более твердое, более жесткое. Но это тоже звук, он пришлый в курдском языке, поэтому его не так часто используют. Есть несколько слов, где он используется, но в целом курды чаще используют звук х. Также в курдском языке есть такой интересный звук, который возникает при соединении буквы н и буквы г. Получается звук нг, нг. Такой носовой звук нг. Не сильно носовой, но такое сочетание звука нг. Например, в таких словах, как лнг, денг, ранг, рангин. Здесь нету прямого сочетания н и г, то есть не рангин, а именно рангин. Зангл, занг, чанг, чанг, хнгф. Ну, ни в коем случае не хнгф, а хнгф. Это дифтонг, называется дифтонг. Дальше, есть еще один дифтонг в курдском языке, возникает при соединении буквы х, то есть звука х, и звука в. При соединении х и в получается такой двойной звук х, х. Это не хуа, не хуа, как было бы, если бы это не было дифтонгом, а единый звук х, х. Например, когда курды говорят ходе, то есть Всевышний, ходе, или же хуэ, соль, хуэ. Хвостак, желание, хвостак. Хваш, прекрасный, хваш. Это не хваш, а именно хваш. Такое очень слитное произношение звука х и в. Итак, мы с вами рассмотрели 31 букву курдского алфавита. 23 буквы согласные и 8 букв гласные. Еще раз смотрим на табло, постараемся их запомнить. В принципе, основные буквы, они похожи на буквы латинского алфавита, за исключением нескольких букв, которые специальными знаками выделяются из латинского алфавита. На этом мы с вами закончим первое занятие. Мы надеемся, что оно вам понравилось. Если понравилось, ставьте лайки и распространяйте видео среди своих друзей, знакомых. Ну и не забывайте писать внизу комментарии. Мы будем учитывать каждое ваше предложение.